213 жителей Коми уже атакованы клещами этой весной. Первый факт был зафиксирован 4 апреля в Сысольском районе. С тех пор по нарастающей именно южные муниципалитеты относятся к эндемичным. Именно так ежегодно отмечается повышенная активность кровососущих. Подтвержденных случаев заболеваний клещевого энцефалита пока нет. В прошлом году за весь сезон этот вирус подтвердился у 10 человек. Примерно столько же болели боррелиозом. Елена Кононова продолжит. Нам нет необходимости оказывать давление, либо тянуть. Наша задача плавно выкручивать. Клещ постепенно выйдет, грубо говоря, из слоя кожи. То есть, и мы его извлекаем и помещаем уже в специальную пробирочку. Врач-ортопед Елисей Темноход условно показывает, как правильно извлечь присосавшегося к человеку кровососа. Но при этом напоминает, это в случае, если нет возможности доехать до медучреждения. Конечно, лучше, если это сделает специалист. В неумелых руках голова членистоногого отрывается и остается в коже пострадавшего. В таком случае исследовать клеща на наличие возбудителя болезни будет невозможно. А ведь если что, лечение нужно проходить как можно раньше. Речь идет об очень опасных заболеваниях, которые могут довести до инвалидности и даже до летального исхода. Впрочем, последние годы люди стали грамотней, и паразиты несут на себе травмпункт. У нас в день каждый день обращаются по 3 человека, 5. В прошлые выходные было 11 человек. Но это зависимо от погоды тоже. Если солнышко, их много. Откуда приезжают? Максаковские дачи, Соколовка, Тылаю, Мартыё. Это как обычно каждый год. Эти членистоногие еще свеженькие. Их сняли с пациентов ранним утром. Сразу же поместили в специальную пробирку и наклеили штрих-код. А затем они прямиком отправятся в Киров для лабораторного исследования на наличие вируса энцефалита или боррелиоза. Ответ будет известен в течение суток. Если результат положительный на энцефалит, мы приглашаем пациента к нам в учреждение и производим специфическую профилактику. То есть вводим иммуноглобулин. Это производится в течение 4 суток от момента, скажем так, укуса или присасывания клеща. Отрадно, что с каждым годом растет количество привитых от энцефалитного вируса, особенно в районах, которые относятся к эндемичным. Но медики не устают повторять, вакцинироваться нужно правильно с осени до февраля, а не в самый разгар сезона, потому как для формирования иммунитета необходимо пройти полный курс вакцинации, куда входят 3 укола. Если вдруг, вот чтобы не было такой ситуации, что пациент сделал одну, и у него факт присасывания клеща, это очень сложная ситуация в плане, что с ним делать дальше. С одной стороны, и антител еще недостаточно, с другой стороны, введение таким пациентам дополнительно иммуноглобулина может привести к очень серьезным проблемам и последствиям для здоровья у этого пациента. И у нас, к сожалению, опыт такой был. Поэтому сейчас остается смотреть в оба. Парк или лес, одеваться максимально закрыто. Чем меньше открытых участков, тем лучше. Кроме того, на дачных участках вовремя косить траву. Именно там в зарослях кровососы поджидают жертву. А еще надо помнить, что членистоногого можно притащить с улицы на обуви. Также могут его принести и домашние животные. А тем, кто держит корову или козу, это, конечно, больше касается сел и деревень, молоко лучше кипятить, так как есть случаи передачи с ним вирусного энцефалита. Только меры предосторожности смогут уберечь от опасного недуга. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.